Вітаю тых, хто любіць беларускую мову, хто любіць йогу і менавіта йогу на беларускай мове. Сёння мы з вами узгадаем комплекс практыкаванняў для здароўя спіны. Мы его на занятках называем таксама яшчэ комплекс кракадзіла. Ён нагадвае кракадзіла, які нібыта віляе хвастом у розныя бакі. Комплекс гэты называецца па кнізе «Комплекс супраць боляў у спіне і для паляпшэння асанкі». Але я б хацела заўважыць, што болі ў спіне яны бываюць рознай прыроды. І таму, калі ўжо яны ёсць, то трэба быць вельмі уважлівымі увесь час і таксама падчас выканання гэтага комплекса. Калі ёсць абвастрэнні нейкія на дадзены момант у гэты дзень, то лепш, канешне, не займацца альбо займацца вельмі лёгка просто ў сваёй зоне камфорта. І ўвогуле ўсе практыкаванні выконваць на тую амплітуду, якая камфортна, і з той хуткасцю, якая для вас сёння такая аптымальная. Для таго, каб выконваць гэты комплекс, нам патрэбна легчы на спіну. Я беру так 2 маты. Для того, каб легче. И вытягнуть руки в боки. И рука была теплая. Руки вытягнуть в боки под углом 90 градусов. Мы лягаем, расправляючи нашу поясницу, отдаляющие ягодицы от спины, накидывающие их в бок пяток и расправляющие плечи. Размещаем лопаточки плоско на земле. Стопы лежать свободно у зыходным становищем. И потрібно, как буде добре бачно, мої стопи. Мы расправляем поясницу и так само расправляем шею, отдаляющую потылицу от спины, продолжаем лиет. Долони глядят вверх, руки літаркой Т. И первое становище ног, это когда мы скрыжовываем коленки. Мы будем робить разворот ног в один бок, а разворот головы у другий бок и черговать гэтыя боки 8 разов. 8 разов у кожны бок. Кожны лічыць сам сабе. Кожны выконвае у сваім тэмпе і у сваёй амплітудзе. На свою вышыню приподнимается таз. И когда мы завершаем это практикование, мы сгинаем ноги в коленях. И снова продолжаем поясницу, продолжаем шею, робим удых. Сгинаем руки в локтях. И с выдохом отпускаем напружение, вытягиваем ноги, вытягиваем руки. Это расслабление мы робим 3 раза. Кожним своїм диханням і кожен раз продовжуючи поясницю. Після этого мы зміняємо скрижування наших ног. Коли перший раз у меня правая коленка была сверху, то зараз я размещаю левую ногу сверху, перекрыжовываю коленки. И начинаю у левый бок ноги, у правый бок голова. 8 разов кожный лічить. И потом снова 3 выдохи для расслабления и для того, как расправить наше тело, нашу спину.
Ось гэтыя развороты мы робім, яны называюцца бакавымі выцягненнямі позвоночника. І калі мы адпачываем, то мы робім сіметрычнае яго выцягненне, накіроўваючы ягодицы до пятак і накіроўваючы патыліцу ад спіны, расслабляемся. Другое становішча ног. Мы правую пяточку ставим на пальцы левой ноги. Вот таким чином. И начинаем разворот ног в левый бок, голову в правый бок. Заўсёды починаем в один и той же бок, как не облутаться. Робим 8 разов у кожный бок. Голова, супроцеглый бок от ног. Назираем, как подчас разворотов шия заховывала свою довжину. Лопаточки заставались на земле, твар и горло заставались расслабленными. И потом расправляемся. От того, что я говорю еще додатковые инструкции, я могу трошки сбиваться з ліку и робить руку больше, поменьше трошки, чем 8 разов. Важно, как вы лечили сами себе. Зміняємо становище ног. Зараз левая пяточка сверху на пальцы правой ноги и размещаем ее поміж средним и указательным пальчиками на ногах, поміж другим и третьим пальчиками. Начинаем разворот в левый бок. Подчас виконання усіх практикувань повинні бути комфортні відчування у спині. Повинен быть расслабленным твар, очи, горло, язык. Продолжаем поясницу, продолжаем шею. 3 выдохи для отпочинку, для того, как поназирать, что изменилось в теле после виконання менавіта гэтага практикування. И изменяем становище ног. Левая нога остается прямой на подлозе, а правую мы сгинаем и размещаем ее над левым коленком, на стягно, одразу коли левого коленки. Правое колено расслабляем, раскрывается. И начинаем развороты у левый бок ноги, у правый бок голова. Завершаем практикование, вытягиваем поясницу, расправляем лопатки, продолжаем шею. И с выдохом отпускаем напружение, все напружения, которые спотребились для виконання этого практикования, або просто лишние напружения, которые были у тела до этого. И изменяем становище ног. Правая нога прямая, левая нога сгинается, и мы левую лодыжку кладем на правое стегно, близко к коленке. Расслабляем левую ногу. Начинаем разворот в левый бок. Слева коленка опускается на землю, а справа яно іде до земли настільки, накольки можемо сьогодні. Заховуємо довжину шиї, виконуємо у своєму темпі, у своєму амплитуді і в своїй зоні комфорту. Отримуємо насолоду від цих практикувань.
уявіть собі навіть крокодилом, який віляє хвостом. Робимо видих, отпускаем напружение, вдохи поясницы и шеи. Полный широкий вдох. И выдох, ощущаем связь с землей. Наступне практикування. Мы сгинаем ноги в коленях и ставим стопы параллельно, трошки шире, чем таз. Долгая поясница. И с выдохом нахиляем колени у левый бок, голову в правый бок. И потом наоборот. 8 разов. Приподнимается то один край таза, то другий. И веди у скрутку позвоночник. Веди у вытягнения то правый бок позвоночника, то левый бок позвоночника. Кожный лечит сам себе. Часто я виконую вже це практикування, просто стільки разів больки приємно. Звичайно, это больше разов, чем 8. Потому что это вельми приятное. Потягушки. Раницей. Расправляем поясницу. Спускаем напружение. Мягкий твар. И мы меняем становище ног, сгинаем ноги в коленях, стопы ставим разом, коленки заховываем разом. И начинаем развороты. Нахиляем колени в левый бок, потом в правый бок. Голову наоборот. Назираем, як у этих практикованиях от того, что мы меняем становище ног, стоп, ног, разные отделы позвоночника по-разному включаются у развороты, у скрутки. Заховуємо довжину шиї, навіть під час виконання практикування ми віддаляємо потилицю від спини. И когда вы зробили свою кількість разів, видихаємо. И мы зауважаем, что после нашего выдоха есть маленькая пауза. Может быть секунда, может быть доля секунды. И мы подчас этой паузы поглубляемся в тишину своего тела. Пауза после выдоху и перед вдохом. Вельми важный момент. Изменяем становище наших ног. Мы сгинаем ноги в коленях. Левую ступню мы покидаем на месте, а правую ставим кладем на левое стегно, близко к коленке. Правая коленка расслабленная от себя. И вся эта конструкция разворачивается. Восемь разов. И потом 3 широкие вдохи и 3 расслабляющие выдохи, назираючи паузу після видиху і назираючи глибину тишини своєї,
правое стегно, близко к коленке. И левая нога расслабленная. Разворот у левый бок ноги, голова в правый бок. Мягкие мышцы твару, долгая шея. Увага в спине. Лічив до 8, то кожний бок. Кожний сам собі. Широкий вдих, розслабляння видих, ми будто розтякаємося по землі, як вода. Отпускаємо всі напруженість тіла. Слухаємо тишину внутрі. Після видиху і опошнє практикування з цього комплексу ми згинаємо ноги в коленях і отрываем стопы от земли, коленки наближаем до живота. И вот это практикование выконываем развороты в правый левый бок, заховываючи плечи на землі, лопатки плоско притиснутыми до подлоги, и коленки як мага ближе до живота. Это практикование мы выполняем столько разов, сколько нам захочется. Один момент, когда в этот день есть менструации у женщин, то легче его не выполнять, а заменить практикованием, например, со стопами на земле. Еще раз выполнять эти развороты. І зараз вся увага у грудне відділ позвоночника. Что відбувається там? Порівнюйте відчування, коли ноги йдуть у правий бок, коли ноги йдуть у лівий бок. Дихайте свободно, не затримливайте дыхание. На початку это самая важная работа с дыханием, это просто назирать, как оно протекало, как оно не спинялось. Заховывайте довжину шеи, и когда чуете, что уже достаточно, можно завершить, опустить стопы на подлогу, зробить вдих, согнуть руки в локтях и с выдохом отпустить все напряжения. Итак, еще 2 раза вдых. Ягодицы отдаляем от талии и расправляем всю поясницу, вытягиваем шею, выдох и тишина после выдоха. После этого комплексу можно достаться в шавасане, расслабиться, трошки довжи, просто полежать, отпускаючи вагу всего своего тела до земли, усвідомляючи кожний вдих, кожний видих, почать от расслабления стоп, чуть насколько мягкими з'являются подошвы стоп, мягкими пальчики на ногах, голеностопные суставы. Зробіть вдих і з видихом цілком відпустіть їх до землі. І з наступним вдихом увагу перенести до галена і уявляти, як галенки робляться широкими на подлозі,
все мышцы лыток мягкие, растекаются по земле. Все галёнки вельми тяжкие, с кожным выдохом. Расслаблять коленные суставы, отчувать их мягкими, эластичными. Потом увагу с выдохом переносим на стёгна. Выявляем, что наши стёгна углубляют свою форму. Все мышцы растекаются, как вода. Мышцы отживаем теплыми. Скуру на поверхне ног мягкой. И с выдохом всю вагу ног отпустить до земли. Вагу переносим на живот, на тазовую область. Отживаем с выдохом мягкими все органы живота, все органы тазовой области. Уявляем, как с выдохом яны опускаются трошки ближе до земли, до позвоночника. С выдохом поясница робится больше долгой, мягкой. Отживаем на вдыху наполнение всей грудной клетки поветром, расширение грудной клетки. И с выдохом расслабляем все мышцы грудной клетки, органы грудной клетки. Назираем отживанием кончиков пальцев рук, отживанием в ладонях. С выдохом всю вагу рук отпускаем до подлоги. Отчуваем, как земля моцно тримає наши руки. Робим вдих, назираем свою шею, поправляем колено, чуваем, что она недостатково другая. Расслабляем горло. Отживаем вагу головы на подлоге и назираем мышцы твару. Все мышцы твару мягкие, пасивные. Уявляем, як скура твару стекає від носа до ушей, от центра лба розные боки до скронів. Разгладживая наш твар. Уявляем, ніби та область поміж бровами робиться більш широкою. Уявляем, ніби та в очі стікають. Рот внутри трошки приоткрытый. Расслабляем язык, нижнюю скивицу. Отживаем мягкими вусами, уявляем мягкими зубы. И назираем в очи. Нехай в очи под заплющенными повеками будут спокойными. Уявляем, як яны опускаются трошки ближе до потилицы. И так само расслабляем орган слыху, расслабляем все внутри головы. Слухаем свое дыхание, слухаем отчувание в своем теле. И несколько свідомих видихів, как цалком отпустить усі напруження з тіла.
локтя, переносим их до живота, до грудной клетки, выгибаем ножки в коленях. Зараз переходимся на бочок і можна затриматися на яку хвилинку на боку. А потом упираешься руками в подлогу, мы поднимаемся и седаем заплющенными очима, усведомляем вертикальное становище своего тела, выстраиваем позвоночник вертикально, расправляем плечи,